Вот эти иголки для валяния. Это у нас называется сухое валяние. Сейчас я вам всем раздам иголочки. В просторной комнате дети увлеченно вышивают, нанизывают бисер и валяют из шерсти. Каждый занят своим делом. Здесь ребята не только учатся чему-то новому, но и знакомятся с ингушскими традициями. Среди увлеченных детей Мария. О лагере Ярзи она узнала через интернет. Природа сразу привлекла ее внимание. Мария рассказывает, что в лагере для них организовывают увлекательные экскурсии, которые оставляют яркие впечатления. Мы ходили на боевые башни, нам даже разрешили подняться. Очень классно, очень атмосферно. Можно полностью почувствовать все, что происходило раньше. За соседним столом Полина старательно плетет узоры из бисера. В лагерь она попала благодаря путевке, которую предложили ее родителям. Признается, что раньше даже не знала о таком месте, но теперь с уверенностью говорит, что если будет возможность, то вернется сюда снова. Больше всего меня впечатлили красивые виды отсюда и очень добрые люди, которые всегда могут прийти на помощь, помочь, подсказать, что и как сделать. Пока одни занимаются рукоделием, другие погружаются в технологии будущего. Здесь ребята осваивают азы робототехники, программируют простые модели, разбираются в схемах и управляют конструкциями. Среди участников мастер-класса есть целая футбольная команда, которая приехала в лагерь прямиком из Курска. Здесь они тренируются и просто весело проводят время. Мне понравился лагерь площадью и красивыми видами. Несмотря на то, что дорога была непростой, приехали, сейчас достаточно комфортно, тренируемся, работаем, отдыхаем. Встретили очень хорошо, мы довольны приемом и чувствуем себя как дома. В Ярзи для детей предусмотрено множество развлекательных и образовательных программ. По словам воспитанников лагеря, каждый их день насыщен интересными занятиями, поэтому скучать не приходится. Здесь есть очень много разных кружков по типу хореографии, бисероплетения, рисования, валяния. Очень много разных интересных развлечений для детей. Напомним, что глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов регулярно уделяет внимание детям из Курской и Запорожской областей, навещает их и интересуется, в каких условиях живут и как проводят время. Сейчас в лагере Ярзи идет уже третья смена, которая стартовала 19 июля и завершится 8 августа. Ребята из Курской и Запорожской областей проводят здесь лето в рамках межрегионального сотрудничества при поддержке руководства республики. Мария Амбата, Султан Булгучев, Магаз 24.